Десятилетия военного положения в Афганистане внесли свои коррективы в сельское хозяйство. Вместо пшеницы крестьяне выращивают опийный мак. Урожаи приносят сверхприбыли. Активно работают несколько путей транспортировки наркотиков. Один из них через Таджикистан. Поток так называемых тяжелых наркотиков, поступающих из Афганистана в страны Центральной Азии, с каждым годом увеличивается. Наркотики переправляются по постоянному маршруту. Из Таджикистана автобусы и легковые машины едут в Кыргызстан, а далее через казахские степи в Россию и европейские страны. Существуют и свои каналы сбыта зелья. В кабинетах отдела по борьбе с наркобизнесом оперативных сотрудников практически не бывает. Все рабочее время они проводят на заданиях, разрабатывают операции по поимке наркоторговцев. В целях конспирации сотрудник этого отдела попросил не показывать его лица, поскольку в ближайшее время он будет принимать непосредственное участие в операции по пресечению наркотрафика. О том, что количество тяжелых и легких наркотиков значительно растет, оперативник не скрывает. Он убежден, что этот незаконный бизнес искоренить практически невозможно. По северному маршруту, то есть это Центральноазиатский регион, проходит где-то 30-40% уже наркотиков. Это как вот официальное заключение. Поэтому мы можем прогнозировать тоже, что возможно увеличение. Почему увеличение? Потому что в любом случае людьми влечет какая-то скорость. Скорость, умысел на то, что заработать большие-большие деньги. А раз здесь есть такая возможность, значит этот вид преступности никогда не умрет, он всегда останется. Рекордная партия героина задержана сотрудниками Кыргызского агентства по контролю наркотиков. Курьер пытался провести афганское зелье через кыргызско-казахскую границу. В соответствии с уголовным законодательством ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы. В настоящее время силовики устанавливают личности сообщников. В специально оборудованном тайнике было обнаружено 28 свертков с наркотическим средством героин. Общий вес изъятого наркотика составил свыше почти 29 килограммов. По оперативной информации, Ачкасов является одним из активных членов наркогруппировки транснациональной и планировал переправить данный наркотик в Россию. Наркопроизводители даже гордятся изготовленной отравой и не стесняются ставить на запрещенном товаре особый знак качества. 3 пятерки, 3 семерки или различные изображения. По экспертным оценкам, через северный маршрут в Европу и Россию ежегодно попадает около 70 тонн героина. В специальной лаборатории образцы изъятого проходят экспертизу. Предстоит выяснить, какого качества афганский героин и насколько он чист. Там 100% чистый героин там не встречается, но всегда, конечно, с наполнителем. То есть качество наполнителя они могут добавлять все что угодно. То есть инертные наполнители, может быть, добавлять там вещества группы сахара, там мука, крахмал, там может быть. Также очень много лекарственных препаратов могут туда добавлять. Эксперты предполагают, что значительная доля от всего потока афганских наркотиков проходит через военную базу коалиционных сил в Кыргызстане на территории аэропорта Манас. Это лишь предположение, подтвержденных фактов нет. Именно военные борты не подлежат таможенному досмотру. Они вообще находятся вне сферы правового контроля. Поэтому именно военная авиация объективно, реально, конечно же, может быть использована в качестве средства транзита, обеспечивающего транзит. Это весьма возможно. Я к этому отношусь как к рабочей гипотезе. Но никаких твердых оценок я, конечно, делать не могу. Несмотря на оперативные меры, наркотики, которые изымаются у курьеров, лишь капля в море. Наркотрафик значительно вырос за последний год. Это международное интернациональное какое-то преступление. Сейчас заканчивали 53 уголовных заключения в отношении 65 человек. Из этих дел сейчас видели 15 уголовных дел в отношении других соучастников. Они все в данный момент объявлены в розыск, международный розыск. В том, что наркотики – это зло, убеждать нет необходимости. Но вот для некоторых это добро с многомиллионной выручкой. И бороться с такими бизнесменами придется еще не одному поколению. Решать проблему можно только сообща всем странам Центральноазиатского региона. К борьбе с наркобизнесом должно подключиться и мировое сообщество.